Несколько сотен жителей Башкортостана заключили контракт на военную службу в войсках беспилотных систем. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Сергей Роденко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы говорим о том, что в Республике Башкортостан несколько сотен человек заключили контракт на службу в войсках беспилотных систем. Расскажите, насколько сейчас у нас активно идет набор? Да, Роза, мы продолжаем комплектовать этот новый род вооруженных сил. Соответственно, есть у нас задания, есть у нас желающие проходить службу именно в войсках беспилотных систем. Расскажите, какие требования к тем, кто готов заключить контракт на военную службу в БПЛА? Мы рассматриваем граждан в возрасте до 45 лет, военнослужащими в данном роде, годными по состоянию здоровья. В преимущественном порядке, конечно же, мы рассматриваем граждан, которые имеют опыт работы в родственной военно-учетной специальности, образование или проходили какое-то обучение в области робототехники, управления беспилотными аппаратами, ну и, соответственно, молодежь, которая имеет образование среднеспециальное или высшее образование. Кроме того, в эту категорию также попадают и молодые люди, которые нашли себя в области различного рода компьютерных игр, обслуживания компьютерной техники и радиоэлектроники. Но при этом есть еще и возрастные требования. Возрастные требования, еще какие-то, вот, может быть, по здоровью. Да, возрастные требования, конечно же, все это является следствием выполнения боевых задач. Повторюсь, до 45 лет мы рассматриваем кандидатами для прохождения службы, но есть ряд воинских должностей, на которые этот ценз еще строже. Это операторы FPV-дронов, здесь могут проходить службу только граждане в возрасте до 35 лет. Состояние здоровья также возможно прохождение либо годен по состоянию здоровья, либо годен с незначительными ограничениями. Сергей Александрович, я знаю, что есть особенности заключения контракта на войска беспилотных систем. Какие они? То есть на какой-то срок может быть определенный? Да, Роза, я бы хотел обратить внимание уважаемых телезрителей на это обстоятельство, потому что есть некий фактор недоверия к заключению специального контракта. То есть все уже знают, что министром обороны принято решение именно о специальном контракте. В бланк контракта вкладывается приложение, где Министерство обороны берет на себя обязательство в случае нежелания военнослужащего заключать новый контракт, он должен быть уволен по окончанию срока контракта. Значит, по этому поводу президент Российской Федерации своим указом внес изменения в законодательство. Это законодательно теперь закреплено. Кроме того, на основе этого указа президента министр обороны дал поручение командирам воинских частей в строгом соответствии соблюдать это право военнослужащего, и, соответственно, им указан алгоритм увольнения данного военнослужащего. Вот на это я бы хотел тоже обратить внимание, потому что это имеет очень существенное значение. Гражданин заключает контракт сроком на 12 месяцев. Из этих 12 месяцев он 2 месяца проходит подготовку в одном из учебных центров. Остается 10. Кроме того, любому военнослужащему положен основной отпуск в количестве от 30 суток. То есть остается уже 9 месяцев для выполнения задач. И как участнику специальной военной операции военнослужащему также дополнительный отпуск в количестве 15 суток. Вот в чистом времени военнослужащий частей БПС выполняет свои обязанности 8,5 месяцев. При этом руководством Министерства обороны дано поручение уволить военнослужащего, не желающего дальше продолжать службу, и отправить его по месту жительства в день истечения контракта. То есть вот 12 месяцев, минус обучение и минус отпуска. Никакой речи быть не может об увольнении с последующим исключением. То есть в день истечения контракта военнослужащий должен быть полностью рассчитан со стороны Министерства обороны, в том числе и в праве отпуска. Но при этом сохраняются льготы, которые положены военнослужащим. Льготы, естественно, как и у любого военнослужащего, как и у любого участника специальной военной операции,
Они пользуются всеми льготами и гарантиями со стороны государства, со стороны субъекта. И это не только военнослужащие, но это также и члены их семей. Молодые люди, которые заключили контракт на военную службу именно в войсках беспилотных систем, я говорю о студентах, могут вернуться, оформить академ-отпуск, а затем вернуться на обучение, правильно? Да, конечно же. На сегодняшний день, поговорим о том, что вот на сегодняшний день действует, да, о планах мы пока еще не будем вести речь. Любой студент, даже который имеет задолженность академическую, да, то есть он может взять академ-отпуск для прохождения службы по контракту. Естественно, учебное заведение сохраняет за таким студентом место в вузе или колледже, и по возвращению, по увольнению, по окончанию срока контракта студент восстанавливается. При этом он имеет право и будет проходить дальнейшее обучение на бюджетных местах. Сергей Александрович, где можно заключить контракт, где можно пройти медицинское обследование? Я сейчас говорю не только о жителях, о жителях Уфы, но и о жителях республики в целом. Вообще все мероприятия отборочные у нас организованы в режиме одного окна в центре отбора граждан Республики Башкортостан «Защитник» по адресу улица Элеваторная, 15, район Мелькомбината. А обратиться можно, конечно же, по месту жительства в военный комиссариат, либо в администрацию муниципального района или в администрацию сельского поселения, а также прямо напрямую в центр отбора граждан. При этом в центре «Защитник» решаются и вопросы организационные, да, те, которые возникают, может быть, есть какие-то проблемы с приставами и так далее. Да, конечно же, там присутствуют все должностные лица от федеральных органов исполнительной власти, что касается Федеральной службы судебных приставов. То есть, если есть исполнительное дело производства, то оно прекращается, приостанавливается. Представлен выбор банков, которые работают с Министерством обороны в части получения денежного довольствия, а также иных выплат. То есть кандидат оформляет банковскую карточку, проводится медицинское освидетельствование, профотбор, также заполняются документы на социальную помощь, в том числе и членам семьи военнослужащего. Мы с вами говорили о том, что предполагаются льготы для военнослужащих, тем более тех, кто служит в беспилотных системах. Есть какие-то именно премиальные за какие-то, допустим, отличия, за то, что боец отличился? Да, конечно же. Ну, льготы общие, это льготы федеральные, статус участника специальной военной операции, да, это льготы региональные, которые устанавливаются в субъектах Российской Федерации. Что касается именно подразделений беспилотных систем, то там отдельная стимулирующая выплата за эффективность выполнения боевых задач. И это, кстати, обращаю ваше внимание, это прописано в контракте. То есть за уничтожение живой силы, техники противника предусмотрены дополнительные финансовые выплаты. От 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от типа вооружения или военной техники противника. Сергей Александрович, насколько близко находятся именно бойцы БПЛА к ленточке, отправляют ли их за ленточку и так далее, или они как-то на расстоянии действуют? Ну, понятно, что они на расстоянии действуют, да, управляя беспилотником, но есть какие-то здесь нюансы? Ну, это специфика подразделений беспилотных систем, то есть это подразделения не штурмовые. Я уже говорил ранее, что все военнослужащие проходят обучение, обучают их не всему, там, по чуть-чуть, а именно на конкретную должность, на конкретный вид беспилотных летательных аппаратов. То есть, и, конечно же, у разного типа беспилотников есть и разное расстояние их применения. Но управляет, вот у нас сейчас работает представитель воинской части, он приехал к нам из зоны специальной военной операции, молодой парень, военнослужащий BPS, приехал он с дронами, демонстрирует он пролеты практически. Вот, он оператор FPV-дронов, значит, радиус применения именно его дронов до 20 километров. Сергей Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Еще раз рассказали об особенностях службы, о том, как можно заключить контракт на военную службу, и в том числе и в беспилотных системах. Спасибо огромное. Спасибо вам.
Это была программа интервью. На наши вопросы ответил Сергей Роденко. Это начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.